Алмазы, хурматли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Мы в нашем Башкирском национально-политическом центре решили наши основные тексты программные, наши основные пункты записать на видео. То есть сейчас вы их можете прочитать, конечно, на нашем сайте bashnational.com, либо в нашем телеграм-канале Башнацполит. Сейчас, как я уже сказал, мы хотим сделать цикл передач, видеопередач, где мы будем озвучивать наши программные тексты. Ввиду того, что ситуация в стране и в мире сильно изменилась за последнее время, наши основные тексты писались еще до начала этой страшной войны. Как я уже сказал, ситуация изменилась и изменилась кардинально, поэтому некоторые наши пункты потеряли актуальность, которые писались до войны. Сейчас, скажем так, цели нашего проекта Национально-политического центра стали более, скажем так, масштабнее. Итак, первые 10 пунктов, основных пунктов нашего Башкирского национально-политического центра. Пункт 1. В будущем каждая республика сперва обретет полный суверенитет или независимость, а уже затем она сама решит, нужен ли ей входить в союз независимых государств или конфедерацию республик. Каждая республика сама будет строить внутри себя свой политический и экономический проект. Пункт 2. Наша цель – сформировать гражданскую политическую нацию в Республике Башкортостан, которая в час X станет ее политической основой и силой. Пункт 3. В башкирскую политическую нацию будут входить все представители народов, населяющих республику, для кого Республика Башкортостан является родным домом, кто считает Республику Башкортостан своей родиной. Пункт 4. В Республике Башкортостан будет принято свое собственное гражданство. Те граждане республики, кто принесет присягу на верность Республике Башкортостан и ее Конституции, будут участвовать в политической жизни республики, в политических выборах в различные ветви и уровни власти. Кто откажется приносить присягу, сохранят право проживать на территории республики, пользоваться всеми ее благами и общечеловеческими правами. Но единственное – это то, что они не будут допущены до участия в политической жизни республики в ее политических выборах в различные ветви и уровни власти. Пункт 5. Башкирский народ, который самоопределился в 1917 году на этой территории и создал Башкирскую суверенную республику в соответствии с международным правом на самоопределение, является ведущей политической силой башкирской политической нации. Термин «ведущая политическая сила» не дает никакого преимущества башкирам перед другими народами Республики Башкортостан. Все народы Республики Башкортостан равноправны. Шестой пункт. Термин «ведущая политическая сила» накладывает на башкирский народ ответственность. Башкирский этнос сформировался как народ именно на этой земле, которая им досталась от их предков. Именно ответственность перед самим собой, перед памятью предков, которые проливали кровь за эту землю, ответственность перед будущими потомками сохранить и передать для них эту землю делает их ведущей политической силой башкирской политической нации. Пункт 7. События на Куштау в 2020 году являются ярким примером, как создается и работает башкирская политическая нация. Все народы, проживающие на территории Республики Башкортостан, встали на защиту Шихана Куштау, тем самым проявив свою зрелость как гражданской нации.
Именно в этих событиях башкирский народ стал ведущей политической силой, вокруг которой объединились остальные народы Республики Башкортостан. Пункт 8. Башкирский национально-политический центр призывает всех жителей Республики Башкортостан осознать себя единой башкирской политической нацией и включиться в работу по продвижению нашего общего проекта. Пункт 9. Все граждане Башкортостана получат право на безусловный базовый доход, формируемый из отчислений предприятий, пользующихся природными ресурсами республики. Пункт 10. В Республике Башкортостан будет сформированы свои собственные республиканские вооруженные силы или Национальная гвардия. Если после обретения независимости Республика Башкортостан войдет в Союз независимых государств или Конфедерацию республик, то республиканские вооруженные силы могут войти в состав Объединенных вооруженных сил Союза независимых государств или Конфедерации республик.